Заметил патрульную машину и развернулся на 180 градусов. Ушел от инспекторов, но от наказания не смог. Дорожное представление с грубым нарушением правил одного из водителей на днях разлетелось по всем новостным пабликам соцсетей. Ингушский Вин Дизель исполнил автотрюк по жанру голливудского боевика. Ночь, сирена и погоня. На деле не все так романтично. Чем завершилась история ночного нарушителя, расскажет Муслим Ганиев. Ночь, федеральная трасса М-29. Водитель легковушки, пренебрегая правилами и рискуя здоровьем своим и других участников движения, выезжает на встречку. Видно, как пересекает желтую сплошную. В плотном потоке оказалась и бригада ГИБДД. Через мгновение включается сирена и начинается погоня за нарушителем. В тот вечер нарушителю удалось избежать наказания, вернее, ему это позволили. Сотрудники ГИБДД не стали рисковать в плотном потоке и решили не гнаться за легковушкой. Однако через пару дней любитель погони все-таки был пойман и доставлен в отдел. Hans leeuwde zo nagaan, je wil serieus ook zo. Voilà, leeuwde dat meer Hans. Zo wat moet je wel zeggen? Kita, kachok kita, dawash dat je la, tsahan of ik kash خلاص. Tsahan ما دوك إدايات. نو إيش تعش حمك فوق مديات فت أشبه تغنية صار فيديو. لا يعني. سقط رخينا وقت ياخد جا. نو يرحم بود ديو دوات راح تساهمه. Просто раскаянием ночной нарушитель не отделался. После профилактической беседы водителю выписали штрафы за нарушение. Очень стало модно среди молодежи размещать в социальных сетях ролики, где они якобы уходят от сотрудников правоохранительных органов. И за это им, конечно, ничего якобы нет. Но хотелось бы призвать наших жителей не относиться к себе неуважительно и к сотрудникам, конечно, полиции. Быть более уважительным. Это первое, что мы хотели бы отметить. И, конечно же, по этому факту мы дали в ориентировку для личного состава данное транспортное средство, так как в первом видео, которое было размещено из-за потока загруженности для несоздания аварийной ситуации, остановление транспортного средства не предоставилось возможным. В последующем он был доставлен в отдел УГИБДД, где в отношении него вынесены административные материалы. И хотелось бы отметить, что водитель управлял транспортным средством без права управления, за что он несет, конечно же, наказание. Нарушитель правил понесет наказание в виде штрафа. Это в том случае, если обошлось без жертв. Но не всегда подобные развлечения завершаются именно так. Даже при езде не более 60 километров можно угодить в серьезную аварию, не говоря уже о больших скоростях. Примеров много. Взять даже случаи, когда сбивают пешеходов. Зачастую причина – отвлекся от дороги. Знакомая ситуация для многих автомобилистов. Отвлекся на секунду на телефон и чуть не попал в ДТП. Понятно, что это съемка постановочная и никакой аварии нет. Но в реальной жизни все может случиться по-другому. Отвлекся на секунду от дороги и покалечил людей. Многие водители не считают короткий телефонный разговор или просмотр ленты соцсетей опасным. Это утверждение ошибочно. При скорости 60 км в час машина только за 1 секунду проезжает до 16 метров. А это жизненно важное расстояние. О том, что это именно так, говорит статистика. За последнюю неделю в республике погибли 2 пешехода. Одного из них сбили в Малгобеке прямо на зебре. Статистика с пешеходами за последние 14 дней начала октября у нас составляет желать лучшими. У нас уже 5 наездов на пешеходов, в результате которых 2 человека, к сожалению, у нас погибло. Также в качестве пострадавших у нас есть 1 ребенок. Хотелось бы, чтобы культура поведения пешеходов, также и водителей, была намного выше, чтобы было больше взаимоуважения участников дорожного движения. Еще один случай смерти пешехода произошел накануне на федеральной трассе. Там при переходе дороги насмерть сбили пожилую женщину. На этот раз зебры и знака о ней там не было. Как ведут себя пешеходы и водители, мы решили посмотреть на примере Назрани. Это район Круга, один из самых загруженных участков. Здесь несколько переходов, как видно по съемкам, нарушающих правила много, как и соблюдающих. Самоуверенно ведут себя на проезжей части дети. Рискуя своим здоровьем, зачастую они перебегают дорогу и не дают водителям возможности остановиться. Такой случай произошел в Сунже. Мальчик хотел быстро перебежать дорогу и не рассчитал скорость машин в потоке. В результате врезался в автомобиль, встал и побежал дальше. Если бы он выбежал на секунду раньше, попал бы под колеса.
Другая дорога Назрани, на этот раз район старого автовокзала. Только на участке примерно в 200 метров здесь 3 пешеходных перехода. Однако многие переходят в неположенном месте, создавая аварийную ситуацию. Некоторые перебегают дорогу буквально в нескольких метрах от зебры. Я хочу, чтобы завтра вы больше не попадали в такую ситуацию, не попали под машину колес. А жил вот там есть место, так? Пешеходный переход. Когда дорогу начинаем переходить, идем аккуратно. И тут же, в таком же месте, в 10 метрах вы переходите дорогу. Завтра, если, допустим, если, допустим, случится какой-то наезд на вас или на кого-то другого, у вас нет никаких прав защищать себя. Водитель скажет, что вы появились на проезжей части неожиданно для него. Я просто хочу вам, чтобы вы завтра в эту ситуацию не попали. Хорошо? Не ошли лучше. За неполных 10 месяцев этого года произошло свыше 130 аварий. 40 человек погибли, более 200 получили травмы. И статистика растет с каждым днем. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.